Лесные пожары в последнее время нередкое явление в нашей республике, а устойчивая теплая погода и практически полное отсутствие осадков способствуют распространению огня и расширению площади пожаров. И, как говорят специалисты, единственная возможная причина возгораний – человеческий фактор. Многие сельские жители привыкли подготавливать площади для посадки сельхозрастений, уничтожая сорняки и другую поросль при помощи огня. Это и есть основная причина возгораний сельских и лесных территорий в данное время года. За январь и февраль месяц в Очимчирском районе зафиксировано около 28 пожаров, а 26 февраля спасатели боролись с огнем сразу в нескольких селах. Только в селе Маркула было 11 возгораний на разных участках. Вчера буквально где-то начало второго произошел пожар. И после сообщения выехала машина в село Меркулово. После того было сообщение в Моквах. Тоже вторую машину отправили. Потом в Меркулах попросили дополнительно вторую машину отправили. И еще третью. 4 машины вчера на выезде были. Пламя вплотную подбиралось к жилым строениям. Есть случаи возгорания подсобных помещений по содержанию домашнего скота и сараев. Работа спасателей ни на минуту не прекращалась. Как только пожарные локализовывали один очаг возгорания, тут же появлялся другой. 25 пожарных были задействованы в борьбе с возгораниями в Очимчирском районе. Начало второго выехали они, только в 10 часов ночи только вернулись все машины. Едут ребята и видят свежий, кто-то взял вчера поджег. А это все переходит на деревья, эвкалипты горят, сосны горят, они выделяют масла, и им трудно их тушить. Если верховой пожар пойдет, еще хуже, невозможно их тушить. И могут пострадать, и люди могут пострадать, и строения, и дома, потому что он приближается, ветер разносит. Некоторые поле очищает, некоторые даже и охотники есть, которые для охоты место выбирают, кто для пастбища выбирает. Как правило, главные причины возникновения лесных пожаров – длительные периоды засухи и неосторожное обращение с огнем. В случае пожаров в Абхазии специалисты уверены, что человеческий фактор первостепенен. Есть мандариновые плантации, орешники есть. Их надо косить. Они берут снизу, хотят поджечь, а это все разрастается огонь. Или с другого поля переходит. И вот это все несоблюдение правил пожарной безопасности. Есть действительно добросовестные люди, ребята, молодежь, есть, которые душой болеют за район, за Абхазию, за республику. Они даже до нашего прихода начинают что-то, но в основном большинство ждут, пока мы приедем. В 11:00 наша съемочная группа работала в Очимчирском районе. Здесь во дворе были спасатели, которые на протяжении 3 суток тушили огонь. По словам Мурмана Пачуля, все пожары в районе к этому времени были локализованы. МЧС Абхазии настоятельно просит прекратить самовольный пал сухостоя во избежание непредсказуемых последствий. Вот как обычно в Моквах, вот это как называется, раньше назывался Мокский совхоз, чай-совхоз, цитрусовый совхоз. Сейчас Мокву объединили. Вот в этом селе у нас очень часто, там очень много эвкалиптовых деревьев и елок очень много. И каждый год почти там очень часто бывают пожары. Наше интервью с начальником пожарно-спасательной части Мурманом Пачуля было прервано неожиданным сообщением. Не теряя времени, спасатели отправились на место. Лесные пожары опасны тем, что не очень быстро распространяются. В ветреную погоду и при наличии сухой растительности пламя может уничтожить огромные площади. И это происходит мгновенно. Поджог сухостоя приводит к негативным последствиям. Его горение зачастую развивается стремительно и создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам линии электропередачи, находящимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени. Каждый год специалисты МЧС предупреждают жителей республики об опасности, но, к сожалению, не всегда бывают услышаны. Многие взрослые убеждены в необходимости сжигать прошлогоднюю траву, чтобы новая быстрее и гуще
пищей росла. Подростки же видят в этом отличное развлечение, а о последствиях даже не задумываются. Проводится тушение и предотвращение распространения пламени. При дальнейшем здесь открытые поля, и в открытых полях появляются жилые участки, которые могут загореться, и мы предотвращаем на протяжении уже 4-5 дня без остановки. Ребята работают, трудимся, сложно. И я в 3-й сутки уже без перерыва нахожусь на территории части и на выездах. Граждан попросить очень убедительно хочется, чтобы не позволяли себе, если кто-то видит, что кто-то хулиганит и тому подобное, пресекать эти моменты, потому что служба не успевает. Мы уже обращаемся к гражданам, просим их, чтобы как-то стояли рядом, как-то помогали, содействовали, но не успеваем. Необходимо отметить, что пал травы не только наносит материальный ущерб, он вреден для окружающей среды и здоровья человека. Образующийся от горения смог, попадая в дыхательные пути, вызывает аллергические реакции и обострение хронических заболеваний. Кроме того, страдают слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. Опасному воздействию особенно подвержены маленькие дети. Получается, что от весенних пожаров может пострадать не только имущество, но и здоровье населения. Выжигание травы пагубно влияет и на плодородие почвы, губит молодую растительность и огромное количество насекомых и полевых животных. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.